По национальности я казах. Казах. Гражданство мне тоже красное. Полицейские поймали, пришлось подписать контракт. Ипотека. Маме надо было деньги на операцию. Я с одного штурма попал на другой штурм. У него ногу оторвало у пацана, одному руку оторвало. 300-й задвухсотился. Я прополз 5 километров. Минута, 2-3 и... пуф. Я Туймалиев Марсель Булатович. 08.11.2002. По национальности я казах. Я Игенбердиев Шерхан Рамназарович. Я с Республики Казахстан, национальность казах. Сколько вам лет? 20 недавно исполнилось. Ох, Добаев Ербулат Булатович. 23. Родом я из Республики Казахстан. Гражданство мне тоже красное. Ну, и как мы оказались в России, я так предполагаю, что Оренбург раньше был еще столицей Казахстана. После рассоединения СССР границы остались, и Оренбург стал Россией. А с какого вы города? Город Лисогорск. То работает на карьерах, на газетах, то более-менее. А так, у нас город маленький, как говорят, город пенсионеров, потому что молодежи нету, толком не развивается. Потому что у нас много кто из-за зарплат, среднемесячного прожитого, и многим не хватает. Из-за этого они ездят в Россию на вахты. Вот вахтовым методом. Меня тоже потом после срочной службы знакомый отправил на вахту. Вот он работал, я поехал тоже работать по вахтам. Космодром Байконур. Просто город, арендованный Российской Федерацией. Поехал летом отдыхать в Россию. И, получается, с друзьями выпили, немного начудили, украли у доставщика самокат, немножко телесных. Пришлось... нас, получается, полицейские поймали. А я до этого крепкий алкоголь так не пил. И, получается, больше всех такой был подпитый. Я испугался, я не имел... До этого у меня не было никогда никаких правонарушений. Я не был в полицейском участке. То есть, пришлось подписать контракт, чтобы не сесть в тюрьму. А почему вы решили пойти на войну? Из-за... Там много этих нюансов. Я вот уже сколько месяцев не работал, у меня ипотека, оплачивать. Очень хорошие условия там предлагали на тот момент. Не участвовать в войне от третьего лица и быть в тыловых зонах, катушку для связи просто мотать и все. Я согласился на это. Маме надо было деньги на операцию. Я сказал, я деньги достану. Я говорю, я поехал на вахту, деньги будут, тебе друг принесет. Я подписал контракт, мне деньги выплатили, я их домой отправил маме. Чисто заработать деньги? Практически, да. Только. Как ваша семья, родные, близкие, друзья отнеслись к вашему варианту? Родители плохо, не отпускали. Родные, друзья тоже много отговаривали. Они очень расстроились, плакали, говорили, зачем. Просили приехать домой, отменить контракт. Очень волновались, переживали. Я ничего не говорю. Мама узнала об этом, когда меня взяли в плен, ей кто-то сообщил. Я приехал подписать контракт, получается, в Москву. Подписал контракт, меня отвезли, я не знаю, каким, везли на автобусе. Знаю, что в городе Воронеж проходил учебную, получается, неделю учебные дни. После Воронежа, получается, нас свезли куда-то в Луганск. Уже на КамАЗах, уже не видно, мы в кузове. Отвезли на Луганск, там посадки, и я попал в зону СВО. А почему именно в Москве подписали контракт? Там более выгодные на тот момент были зарплаты, сумма. А когда пришло осознание того, что вас могут убить? Она, в принципе, пришло после того, как я подписал контракт и поехал в учебный центр, когда меня уже начали обучать на штурмовика. Тогда я понимал уже. 2 недели у нас учебного пункта было одно и то же. Утром подъем, пешком до
полигона и обратно там с полигона. Ну, как бы там все по-другому оказалось, как бы не то, что я дома, как бы не то, что показывали. Помоги своим, мы своих не бросаем. За наших. Как они одеты хорошо, какое вооружение, как они бегают, ну, как двигаются, как это все делают вместе. А на самом деле я пришел, там все наоборот. Там такого нету. Там тебе пришли, если надо, делаешь, не надо, ты никому не нужен. Тебе никто ничего не говорит, не заставляет, например, как здесь, как тренируют у военных Украины, за других государствах. В Польше, там еще где-то во Франции вроде показывают, как их тренируют, как они тренируются. Они сплоченные, у нас этого нету. В России сплоченности нету. Там каждый сам по себе. Я захотел, я пошел. Я не захотел, я не пошел. Я думал, я буду где-нибудь в тылу, на какой-нибудь другой линии. Расскажите, как вы попали на передовую? Ну, учения, все учения, получается, прошли. И начали забирать, получается, группами людей. Моя группа была самая последняя. Мы приехали в передовой, ну, получается, место назначения. Там загрузили БК, гранаты, пополнили боезапас. И пошли прямо на самый передок. Шли мы около, долго, 6,5 часов. Там нужно было перебежать большое поле и зайти в дом. Я его половину пробежал, и остальную половину прошел пешком. Забежал в дом. Минута, 2-3 и... Взрывы просто прям под окнами. Дождались остальную группу и выдвинулись уже в командный пункт. Было страшно очень, первый взрыв. Вечером нас увезли, я не знаю куда, потому что темно было, как бы, я не помню. Ну, вроде бы в Лисичанск, как говорили, я не знаю точно. Говорили в Лисичанск. Ну, там были, тоже там пару дней переночевали, оттуда нас увезли в лесополосу отдельно, там, где наш батальон был. Там мы переночевали и на утро выехали на первое боевое задание. Первое боевое задание мы поехали на технике. У нас был впереди танк, за танком шло мотолыга, а за мотолыгой мы ехали на 2 багах с ребятами. У нас, получается, первое. Танк тоже мы, получается, ехали. Сказали, через минное поле поедем, а минное поле артиллерия отработает, и оно чистое будет. Все нормально, езжайте, все нормально, отработаем, все хорошо будет. Ну, мы выехали, поехали. Первый встал в танк, у него гусеницу снял, он наехал на мину. Потом подорвали мотолыгу с пацанами. Потом еще дрон прилетел, скинул. Там такой взрыв был, мы думали, ребята уже мертвые, и давай, нам команда не говорит, откатывайтесь. Мы вышли, кое-как там пацаны что-то ходили, бегали, делали. Ой, потом они пришли, нас всех забрали, и мы убежали. Кое-как там доехали. После Воронежа, получается, нас свезли куда-то в Луганск. Уже на КамАЗах, уже не видно, как бы мы в кузове. Отвезли на Луганск, там посадки, и как бы вот я попал в зону СВО. Что вы испытали в своем первом бою? Как бы, не знаю, как это сказать. Адреналин очень большой. Очень большой выброс адреналина. Страх, то, что я могу умереть мучительной смертью. Попал я в плен, получается, я выполнял боевую задачу. Мне нужно было довести пехоту. Меня сопровождали люди по фонарикам, получается, в посадках. Они уже стояли по маршруту. Я как бы ехал, выполнял задание, почти доехал, меня подбили. Это как бы вкратце объясню. Мы, получается, выгрузились с БМП, загрузили посадку, приняли позицию. Прошло пару времени, я вышел обратно, посмотрел, БМП не горит, предложил наводчику уехать оттуда. Начали уезжать, в дороге нас опять начало подбивать, получается, камикадзе, дрон. Я получил контузию, и также меня сопровождали назад, получается, те же люди с фонариками. Так получилось, что я с одного штурма
попал на другой штурм, как бы сам этого не понимая. И я очутился в тыловых зонах, получается, врага, ну, где-то на километров 10 в тыловой зоне, меня там подбили, мы выгрузились, получается, с наводчиком. Ну, у меня как бы была тошнота на тот момент, ну, слишком большая контузия, я себя чувствовал плохо, мутнение в глазах. Наводчик сказал то, что ну, мы еще тогда думали, то, что мы у себя, ну, мы должны были быть у себя где-то в зонах, ну, хотя бы желтых. Так получилось, что он ушел, и через 15 минут вышли выстрелы с автомата. Ну, я тогда начал более-менее понимать, то, что мы не у себя в тылу. Начал выползать, думал, полз километров 5, наверное, по открытке я полз. Там были вот такие вот амброзия, я решил не идти не по посадкам, а идти по траве, по открытке. Полз на 4-й день, у меня уже измождение, получается, без воды, без еды. Ну и у меня как бы с собой оружия тоже не было. Ну, все сгорело. А мне там до посадки оставалось 80 метров. Это через открытку, 80 метров до посадки. Я начал бежать в эту посадку, забежал в посадку. Прилетел сбросник, или я как его называю, баба-яга, начал раскидывать всякие снаряды. 4 сброса, у меня еще раз ранение в ногу. Я начал уходить влево по посадке. Вышел налево, увидел выкопанный блиндаж, начал спускаться в блиндаж, а там, ну, получается, ну, противник. Вот они меня взяли, начали спрашивать, что да, как, откуда. Я им рассказал, что я ну, прополз 5 километров. Получается, вот так вот я попал в плен. На втором боевом задании, когда нас начали ну, искать, 200 мы или нет, ну, трупы мы или нет. А мы были под трубой, и то нам начали стрелять в трубу. Я выбежал первый из трубы, хотя я очень устал, я только закопался. Выбежал, дали мне автомат, я начал отстреливаться. Остальные убежали, я к ним отстреливался. К частным домам сказали, чтобы я нашел открытый дом частный, чтобы там переждать. Или, ну, получается, отстреляться. Отбежал, и что-то не так много времени прошло, как случился взрыв, а потом тишина. Взрыв и тишина. Потом прилетел камикадзе, взорвался рядом, и я, получается, залез в такой колодец для подземной трубы. Из-под земли уходила труба и вниз снова. И для нее сделали как бы типа колодца. Я в него залез, а внутри была лисья нора. Там я и вот сидел, что-то у меня там температура, было плохо. Закинули гранату на какой-то день. И начали кричать: выходи, выходи. У меня оружия при себе не было, так как, ну, когда залазил в трубу, осталось снаружи. Ну, я вылез, и меня так приняли. Что-то около 5-6 человек. Ко мне очень нормально относились. Что-то мы немного пробежали, зашли в здание, дали воды, еды. Да и все. Хорошее отношение было. У нас второе БЗ, мы, получается, переночевали на БЗ, пацаны приехали с БЗ, мы их встретили, пообщались, чай попили. Потом приходит командир, говорит: собирайтесь, будем выезжать. Ну, время часов 5-6 вечера было уже. Темнеть начинало. Мы говорили: мы тут им пойдем. Они говорят: ну что-то там пошел, пообщался. Пришел, говорит: нет, все, едем. Ну, мы собрались, все, выехали. Ну, приехали уже, где-то так вот было уже. Темнело. Мы только то есть, высадились, побежали метров 50-60 до лесополосы, дошли, и сразу прилетел камикадзе или дрон, я не знаю, что было. И у нас сразу было первый минус 300.
Мы сказали командованию, сказали откатываться. Мы начали откатываться. Сказали, ну, попросили, чтобы приехала эвакуация, чтобы забрали нас. Сказали, да, все будет. Ну, мы откатываться давай. Вот пока откатывались, у нас 300-й задвухсотился. Мы бегали, убегали, и потом сидели тоже, пока дроны летали. Ну и был сброс, и попало в командира. Самого командира его задвухсотило. С ним был пацанчик, но он, я не знаю, что с ним было, но он побоялся снять с командира жетон. Потому что сказали жетон снять с командира, чтобы доставить на базу. И меня попросили подойти и помочь снять. Ну, вот пока дрон улетел, они менялись, я подбежал, снял с него жетон, автомат разобрал, достал этот боек, чтобы автомат списали. И ему дал. И дрон прилетел, я не успел убежать. Мы вот втроем сидели и нас бомбили. Вот потом у него ногу оторвало у пацана, я сидел. Командир там что-то, отделение командиров лежал, стонал что-то его, затрусёчило опять. Одному руку оторвало. И вот все. Я сидел, потом никто ничего не отвечает. Я сидел, ждал, ничего не было. Ну, а нас дроны кидали. Я потом автомат и бронежилет снял и убежал. Ну, как раз на дорогу выбежал и начал бежать. Мне навстречу дрон прилетел. Я думаю, прибежал. Ну, оказывается, у него не было этого снаряда. Он мне мигает зеленый. Я думаю, свои, значит. Ну, там были где-то рядом должны быть свои. Другой батальон. Ну, свои. И за ним пошел. И пришел, вот. А враг такой был специальный, большой, метра 2-2,5. Я туда спрыгнул. Вот ходил там. Там вот ребята вышли с автоматом. Думаю, встретить пришли свои. А как раз по радейке позывной пробирал. Весна. У нас этот был. Инструктор Весна. Он с нами вот как раз поехал на БЗ. А думаю, Весна идет. Пацанам бегу, пацаны свои, не стреляйте. Он говорит, иди сюда. Ну, и подошел. И все, и меня в плен взяли. Как война отразилась на вашей психике? Ну, психологически, думаю, это да, подействовало. Иногда не могу сфокусироваться, но это скорее, наверное, от контузии. Заикаюсь иногда. Часто не могу что-то вспомнить. Как вы видите свое будущее после возвращения? После обмена очень хотелось бы учиться дальше. Дальше учиться. Я хочу на вышку поступить. Ну, я думаю, открыть какое-нибудь предприятие. Не знаю, хотя бы малый бизнес, пекарня или что-то типа такого. Не знаю, поехать. Жену завести, детей сделать, потому что самое главное сейчас. Только об этом и думаешь. Будем молодой, а потом наследство, потомство ничего нет, надо наживать, делать. В Казахстан не хотите? Не знаю. Нет, потому что меня посадят. За что? За наемничество. Ко мне посол приезжал, вот мы с ним разговаривали, он мне сказал, да, у нас и, оказывается, и уже, я думал, 2 гражданства можно, но сказали, двойного гражданства у нас нет в Казахстане, и наемничество тоже могут посадить. А вы об этом не знали, когда подписывали? Нет, я не знал. А если станет выбор, поехать в Казахстан, сесть в тюрьму или вернуться в Россию и опять пойти на войну? Что вы выберете? Скорее всего, домой поеду. В Казахстан? Да. А почему не в России? Я не хочу работать на передок. Что бы вы хотели передать землякам? Ну, я даже не знаю, как это, что сказать. Я пожалел. Чисто из-за того, что у меня не хватало финансов пойти на войну. Можно было бы принять какие-то другие решения. Пацаны, если вы думаете, не надо, потому что есть такие ребята, у меня и на учебном пункте были, и знакомые есть, не надо ехать, ничего хорошего нету. Если вы специально едете на войну, я бы советовал задуматься как можно лучше, так как это
Не, не игры, не видео в Телеграме, ничего. Это прям ад. Это выстрелы, это дроны, взрывы, горение. И я на первом же боевом задании получил ранение и просто думал, что вот-вот умру. Вот просто. И лучше по краям, ну, лучше посидеть, чем валяться всю жизнь там, в поле, весь ободранный, грязный, раненый, убитый. Много видели трупов? Да.